Здравствуйте, ребята! Посмотрите, кто к нам пришел. Конечно, Мишка. Представляете, он у нас ученик. А кто такие ученики? Конечно, те дети, которые ходят в школу. Я вас приглашаю с Мишкой в школу, но не обычную, а лесную. А кто учится в лесной школе? Конечно, детеныши зверей. Я предлагаю вам поиграть в игру «Догадайся и ответь». Я буду задавать вопросы, а вы постарайтесь ответить. Как в школе называется взрослый, который учит детей? Правильно, ребята, это учитель. Как в школе называют детей? Правильно, ребята, ученики. Как называется книга, по которой учатся ученики? Да, конечно же, это учебник. Как называется коробка для ручек и карандашей? Молодцы, ребята, это пенал. Перерыв между уроками называется? Правильно, перемена. Прозвенел звонок, начинается урок. Стол, за которым пишут ученики, это? Да, парта. Ребята, давайте подумаем, каким должен быть хороший ученик. Вот послушайте, как животные учат своих малышей. Зеленого крокодила зеленая мать учила. Можешь ты быть ученым, конструктором или поэтом, но главное быть зеленым. Запомни, пожалуйста, это. Права ли мама крокодильчика? Можешь ты быть акробатом, конструктором или поэтом, но главное быть пузатым. Счастье, сыночек, в этом. Хорошим учителем оказалась мама гиппопотама. А сейчас давайте мы с вами подумаем, что бывает и чего не бывает. Посмотрите внимательно на картинку. Машина едет на велосипеде. Такое бывает? Дом живет в жильцах. Это правда? Улицу выгуливают на собаке. Фонарь светит в лампочке. Это правильно? Дерево растет на листьях. Такое бывает? А как бывает? Молодцы, ребята, все задания выполнили. А сейчас давайте немножко с вами отдохнем и представим себе, что мы красивые и легкие перья. Закройте глаза, расслабьтесь и представьте, что вы пушистые перья, самые красивые на свете. Вы можете легко летать по воздуху и подниматься все выше и выше от малейшего дуновения ветра.